Айсар. Именно так называется новая музыкально-инструментальная фольклорная группа. Раньше ее музыканты играли в разных группах, но сыгравшись один раз вместе, они решили объединиться. Это совпало с идеей Эльдара Абдураманова – создать новый крымско-татарский ансамбль. Возникла идея на почве того, что пришлось поиграть со многими музыкантами, с одной группой, с другой группой. И так получилось, что в одной группе мне понравился кларнетист, в другой группе мне понравился певец, в третьей группе мне понравился, на клавишных инструментах Али Мага играет. Как-то вот так она и создалась. В группе Айсар собрались опытные музыканты. За плечами каждого из них музыкальная школа, затем университет и, конечно, многолетняя практика игры на крымско-татарских свадьбах. Я в музыкальную школу пошел в 10 лет. И закончил школу, поступил потом здесь, в Ахмедшите, в училище. Год отучился, потом перепоступил в университет. Опять с нуля, потому что там открылся факультет именно, духовое отделение. К Наркетага Рамазанову поступил. Я по классу кларнета заканчивал. Но сейчас в группе сложно совмещать одно с другим, поэтому мы сейчас сделали так, что отдельно взяли кларнетиста-саксофониста, а я просто на вокале, просто пою. Кларнетист-саксофонист ансамбля Алим Сейтасанов – потомственный музыкант. Еще до войны его прадед был знаменитым трубачом во всей Бельбекской долине. Сам Алим с 13 лет начал играть на свадьбах вместе со своим отцом. На свадьбах я начал играть где-то с 13-14 лет. Мы с отцом ходили вместе. После окончания университета пошел в армию, меня взяли. Я служил в Центре военно-музыкального искусства, оркестр и ансамбль песни и пляски. Мы объездили пол Европы, можно сказать, с этим оркестром. В данный момент я преподаю в музыкальной школе. Владеет техникой игры на нескольких музыкальных инструментах и руководитель группы Эльдар Абдураманов. Я изначально пошел на фортепиано, походил на фортепиано 2 года, потом учился на кларнете 3 года. Приезжает к нам молодой, после консерватории ташкентской, баянист. Я услышал, как он играет, и потом он взял аккордеон, сыграл мне на аккордеоне, и я влюбился. Но мама мне дала ультиматум. Ты доучиваешься и кларнет, и потом идешь на аккордеон. Пришлось заканчивать 2 инструмента. У музыкантов, собравшихся в новый ансамбль, высокие амбиции. Они поставили перед собой цель развивать крымско-татарское музыкальное искусство, при этом исполняя как народные, так и оригинальные композиции собственного сочинения. Сейчас они работают над своим дебютом. В самое ближайшее время выйдет их первый клип на песню «Салгар». Она и станет их первой публичной презентацией.